Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии» проходят с 23 февраля по 5 марта в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштагольском районе Кемеровской области. Сборная Якутии в составе 70 спортсменов выступает в 7 видах спорта, в том числе волейбол на снегу вне зачета. Об участии наших спортсменов в столь масштабном мероприятии и о физкультуре в целом мы поговорим с гостем студии Гаврилом Махначевским, заместителем министра по физической культуре и спорту республики. Гаврил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Как проходят вторые зимние игры «Дети Азии» в Кузбассе? Какие виды спорта вошли в программу соревнований игр? Да, сегодня действительно идет один интересный, скажем, для нас в это время зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Они уже проводятся второй раз. Сегодня в программе международных спортивных игр «Дети Азии» включены 10 видов спорта, как лыжные гонки, сноуборд, коньки, то есть фигурное катание, прыжки с трамплина, хоккей, шорт-трек. Да. Вот всего 10 видов спорта. Также включены вне зачета это волейбол на снегу. Наша команда Республика Саха-Якутия выстроена, будет выступать по 6 видам спорта. Команда будет, состав сборной команды нашей республики это 105 человек, и они будут представлять нашу республику по 6 видам спорта. Уже, как вы знаете, сегодня наша сборная первую медаль уже завоевали, да, это бронзовая медаль Илья Соколов по сноуборду. Поэтому в связи с чем мы тоже поздравляем наших жителей Якутии, что у нас первая медаль завоевана. Но по другим видам спорта, конечно, тоже идет, наши ребята выступили, это по хоккею, пока по хоккею еще рано говорить, да, наши ребята будут еще играть здесь, но отметьте, что наши ребята в первой игре выиграли со счетом 3-2 хозяев, то есть Кузбасс выиграли 3-2, и последние 2 игры они проиграли. Это Дальневосточному федеральному округу и сборной команде Казахстана. Ребята будут еще биться, будут играть, мы надеемся на них. Также по фигурному катанию у нас вчера среди юношей завершился, но наши ребята показали неплохой результат, как отмечают наши тренера и руководители сборной команды, потому что очень сильны те федеральные округа, которые сейчас идут игры «Дети Азии». Это Сибирский федеральный округ, москвичи, также и представители из Беларуси сборной команды, да, представлены, а также и ученики олимпийской чемпиона Евгения Плющенко выставлены ребята, поэтому в такой сильной конкуренции наши ребята заняли 10 и 19 места. По шорт-треку ребята тоже выступили, но пока топ-10, топ-20 они еще не попали, к сожалению, но тем не менее это опыт, наши ребята будут, думаю, что развиваться, и надеемся, что они уже последующие годы будут показывать еще более хороший результат. А по каким видам спорта наши спортсмены еще будут выступать? Так, волейбол на снегу это вне зачета, хоккей идет, фигурное катание, сноуборд, фигурное катание и шорт-трек. Вот по 6 видам спорта наша сборная будет выступать. По программе, у нас еще впереди 4 спортивные программы, 4 дня, да, спортивные программы. Ждем, пока рано будет подвести итоги. Наши ребята будут еще участвовать по 4 программам, которые предстоят 4 дня. И надеемся, что еще завоевывают медали вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Гаврил Михайлович, как идет реализация национального проекта «Спорт. Норма жизни»? В чем новизна данного проекта? Да, данная программа, федеральная программа идет под эгидой федеральной программы «Демография». Это федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Очень, скажем,
дало результаты данной программы. Это работает с 2019 года. Данная программа реализуется и будет реализована до 2024 года. Данная программа включает в себя это, в первую очередь, развитие инфраструктуры спорта в целом. То есть это строительство и спортивных объектов, это и выделение спортивного инвентаря, оборудования. Ну и в целом это создание условий для занятий физкультурой спорта в целом и для массового спорта. Поэтому данный проект на сегодняшний день можно отметить, что если срез сделать на 2022 год, то у нас построено более 8 видов, то есть 8 объектов, где в тех улусах, регионах, наших районах, те объекты, которые именно вошли в финансирование данной программы, данного проекта «Спорт. Нормы жизни». Это и село Бердигистях, это и когда проводить в 2021 году, и проводить игры Манчара. Также новый объект и село Мандаба у Салданском улусе, также многофункциональный зал Барагонца, который сейчас и строится, завершается. Также и будет еще сейчас по данному проекту еще 4 объекта будет построено. Это и поселка Кысыл-Сыр в Вилюйском улусе, село Ытыккөл в Тактинском улусе 2025 год. И сейчас уже начато тоже строительство многофункционального спортивного комплекса. Да? Поэтому данный федеральный проект «Спорт. Нормы жизни», начиная развитие инфраструктуры и заканчивая по выделению, то есть выделением инвентаря и оборудования. Поэтому данный проект пока будет реализован до 2024 года. И надеемся, что Минспортом России тоже данный проект будет продолжен. И на сегодняшний день тоже идут разговоры о продолжении данного проекта в ближайшем будущем. Многих людей интересуют социальные скидки на спортивных объектах. Ведь это тесно связано с доступностью спортивных секций и занятий в группах здоровья. Да, действительно, на сегодняшний день Минспортом Республики Саха-Якутия данная работа ведется. Тем объектам, которые у нас работают и в городе Якутске, и в других населениях, в целом мы должны предоставить, учитывая те социальные уровень, да, то есть это в первую очередь многодетным семьям, 50% более, если 3 и более детей, то до 50% предоставляется. Также и участникам военных действий, также и инвалидам, то есть лицам с ограниченной возможностями здоровья тоже выделяется, предоставляется 50% скидка. То есть это и весь прескурант, который предоставляется для населения занятий физкультурой спортом, это все утверждается и министерством, руководством, и все объекты должны придерживаться и само собой предоставить услуги для населения, чтобы занятия физкультурой спортом в наших объектах, спортивных объектах. Расскажите о федеральном проекте «Бизнес-спринт». Да, «Бизнес-спринт» тоже это федеральный проект, который реализуется с 2022 года. «Бизнес-спринт» представляет собой это в первую очередь умные площадки. Умные площадки, что это такое, если такой вопрос, тогда это площадки, которые подключены, имеющие интернет, подключены к интернет-сети. То есть каждой площадке, перед инвентарем, то есть оборудованием, будет QR-коды, где полностью при подключении к этому через QR-код ссылка дает, уже показывает, то есть тому человеку, который будет заниматься данным инвентарем оборудования, тренажером, допустим, тогда полностью будет показывать, открывать правильное методическое упражнение, работать данным инвентарем или тренажера. И в целом это на сегодняшний день наша республика получила две умные площадки. На сегодняшний день это предоставлено путем конкурса в городе Якутску и в городе Покровске.
Данные объекты, то есть площадки, будут построены и введены до 1 июля этого года. То есть все для того, чтобы люди занимались Да, спортом? конечно, все предоставлено, направлено для занятий физкультурой спорта для населения. И с 7 по 12 марта в Якутске пройдет турнир по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Какие команды примут участие и в чем заключается особенность предстоящих соревнований? Ну, хочу сказать, что Роман Михайлович Дмитриев наш прославленный, легендарный спортсмен и как личность, поэтому это идет уже, давно идет увековечивание Романа Михайловича, имя Романа Михайловича Дмитриева, и в целях этого идет, ежегодно у нас проводится международный турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева. Вот уже последним годом стал уже международным турниром. И нынче у нас будет проводиться с 7 по 19 марта этого года. Участвует 13 зарубежных команд и также 18 регионов, те регионы, которые развита вольная борьба. И также будет выставлена сборная команда России данного возраста. Это 2003-2005 года рождения. И особенность данного турнира в этом году будет впервые выставлена, то есть программа среди юниорок. То есть будут выступать девушки, тоже по совместимым категориям. Вот такая особенность нынче этого года, данного турнира. То есть девушек как много или... Ну, конечно, сейчас женская борьба тоже во всем мире очень развивается, да, и в нашей республике тоже на сегодняшний день есть тренерский состав женской борьбы, и тоже мы должны тоже развивать женскую борьбу, и тоже подходит, результаты по данному виду спорта тоже есть, и думаю, тоже на этом турнире наши девушки должны показать свой характер, скажем, и свой результат, и уже начать на дальнейший соревновательный опыт. Расскажите о подготовке к спартакиаде по адаптивным видам спорта джулур, который состоится летом в Амге. Да, действительно, в этом году тоже будет проводиться 14-я спартакиада адаптивных видов спорта. Будет проводиться с 5 по 9 июля этого года в село Амга. Если спросите, почему Амга, потому что в Амге вся инфраструктура спортивных объектов имеется, да, поэтому и в 2019 году проведены спартакиада народов Якутии, поэтому каждый улусе, которые мы проведены такие спартакиады, как Игры народов Севера, то есть Якутии, мы должны провести и спартакиады адаптивных видов спорта. Поэтому данная спартакиада будет по 5 видам спорта проведена, и спорт среди глухих, среди слепых и среди пода. Вот 3 нозологии будет проводиться данная спартакиада. Будет участвовать более 1300 участников, поэтому полноценно большая спартакиада будет. Поэтому Минспорт на сегодняшний день полноценно готовимся к этой спартакиаде. Так, и в конце хочу сказать, что нашим телезрителям в этом году Республика Саха-Якутия отмечает столетие физкультурного движения. 100 лет назад тоже наши спортивные функционеры начали это дело, развитие и продвижение спорта в целой нашей республике. И сегодня мы отмечаем данное мероприятие, и все мероприятия проводятся в рамках столетия физкультурного движения нашей республики. Гавриил Михайлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Не за что. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.